Это студия на открытом воздухе. В эфире программа Ice News и я, ее ведущая Саргалана Неустроева. Смотрите далее. Путешественники Дугуйдан Винокуров и Мичил Неустроев сменили маршрут. Более 11 миллионов рублей потратят на проведение Исаха Туймада 2021. Неопознанный летающий объект увидели над поселком Уснера Аймиконского района. Порядка 420 километров преодолели путешественники-экстремалы Дугуйдан Винокуров и Мичил Неустроев. При этом инсайдеры сообщают, что коневоды решили сменить маршрут. Пока в доработке находится путь до Берлина. Уже сегодня всадники достигли села Уалба Татинского района. Переночевали же путешественники в местности Хатима. Это коневодческая база, расположенная между Тампонским и Татинским районами. Исах Туймады 2021 пройдет в обычном режиме с 26 по 27 июня в местности Усть-Хатын. Национальный праздник будет посвящен Году здоровья. По предварительным данным, затраты на организацию праздника составят более 11 миллионов рублей. Сумма предусматривает обеспечение электроснабжения, содержание дорог, техническое обслуживание питьевого трубопровода и оказание коммунальных услуг. Режиссером мероприятия станет Афанасий Федоров. Дизайнер и художник Кыдана Игнатьева стала финалисткой образовательной программы «Архитекторы РФ». Это бесплатная образовательная программа, которая существует уже не первый год. Ее цель – создание в России молодого архитектурного сообщества. Ульяна Шагина встретилась с Кыданой Игнатьевой. Она на прямой связи с нами. Ульяна, добрый вечер. Расскажите, о чем эта программа и что она дает победителю. Саргалана, добрый день. Кыдана попала в топ-100 финалистов федеральной образовательной программы. Называется она «Архитекторы.рф», а ее попадание означает, что наших специалистов заметили, а их планы и работы поддерживаются в федеральном центре. Об этом отмечает и главный архитектор республики Ирина Алексеева. Ну, Кыдана сейчас рядом со мной. Кыдана, добрый вечер. Добрый вечер, Ульяна. Ну, вот расскажите, пожалуйста, с каким объектом, с каким проектом вы попали в эту программу? Так, такового проекта не было. Надо было отправить тему. У меня тема была «Поиск идентичности». Также из Якутии было отправлено очень много тоже достойных претендентов, но выбрали меня. И в скором времени уже начнется у нас образовательный модуль, первый в Москве. Ну вот, я знаю, что центр работает всего лишь 2 года, да, и за эти годы, конечно же, удалось достигнуть очень много. И какие планы в ближайшее время? В этом году у нас будут реализовано очень много общественных пространств в 7 проектах, в 7 городах, а также 2 арктических городах Якутии. Это в Середнеколымске и Верхоянске, которые в прошлом году победили во всероссийском конкурсе «Малые города. Исторические поселения». А также в этом году у нас планируется рейтинговое голосование, которое пройдет с 26 апреля по 30 мая на выбор территории для благоустройства на 2022 год. Ну, проекты амбициозные. Да, у нас все проекты амбициозные. Спасибо. Ну и возвращаясь к обучению, когда начнется обучение и какие-то проекты будут выдвинуты вами? Да, обучение у нас пройдет на 5 модулей. Первый модуль начинается 28-го, как я сказала, в Москве. Также будут проходить за границей и по стране должны поехать посмотреть. Спасибо большое. Но я скажу, что в конкурсе, в обучении будут участвовать не только архитекторы, но и городские урбанисты, дизайнеры, социологи, аналитики. География участников очень обширная, и эксперты говорят о том, что многие, скорее всего, после обучения будут попадать уже в другие регионы. Мы, конечно же, этого не желаем, потому что нам самим в нашем регионе нужны молодые, перспективные архитекторы, чего мы и желаем Кыдане. У меня на этом все. Саргалана, передаю вам слово. Ульяна, спасибо. Ну а мы продолжаем.
Немного о милом. В селе Антоновка Нюрбинского района местная жительница запечатлила на видео процесс перевозки сена. Так в заполненные сани в помощь фермерам запрягли бычков. При этом многие в комментариях отметили справедливость такой работы. Любишь сено, люби и саночки возить. Тем временем неопознанный летающий объект зафиксировали на камеру очевидцы из поселка Уснера Аймеконского района. Там на кадрах в ночном небе нечто похожее на комету с огненным хвостом медленно пролетало над Уснерой. Однако информация о комете была быстро опровергнута. Это оказался пролетающий обломок запущенной ранее ракеты-носителя «Союз-2-1Б». В Вельгайском музее прошла экскурсия с необычным интерактивом. Второклассник Никита Никитин рассказал гостям из Якутска о птицах, представленных в музее, имитируя их голоса. Его способности приятно удивили экскурсантов, а видео такой презентации в момент разлетелось по интернету. Около 1000 посетителей принял за сутки национальный парк Ленские столбы. Об этом сотрудники парка сообщили на официальной странице в Инстаграм. Напомним, зимний туристический сезон в заповеднике стартовал 21 февраля. На его территории обитают 36 видов фауны, 101 вид птиц, а также 23 вида рыбы. По данным опроса аналитического центра Национального агентства финансовых исследований, Ленские столбы являются одной из самых интересных достопримечательностей России. Бурые медведи зоопарка Артодайду вышли из спячки. Об этом стало известно на официальной странице зоопарка в Инстаграме. Так, сотрудники парка сообщили, что зимний сон у медведей длится примерно 107-109 дней. После пробуждения косолапые первым делом поедают снег, начинают активно двигаться и чесаться, тем самым разгоняя кровь по сосудам. Питаться мишки тоже начинают не сразу. После зимнего сна необходимо избавиться от так называемой пробки, которая закупоривает кишечник. Затем их постепенно переводят на основной рацион. В минувшие выходные активисты проекта «Паркран» осуществили свой 100-й забег. «Паркран» – это международное движение, зародившееся в Англии в 2010 году. Сейчас оно захватило около 3000 локаций по всему миру. В России же задействовано около сотни городов, в том числе и Якутск. При этом местные паркранеры бегают даже в минусовую температуру. Забег происходит на дистанции 5 километров. Готовиться к паркрану совершенно не обязательно. Мы бегаем в комфортном темпе. И даже можно просто ходить пешком. Для того, чтобы пройти пешком зимой на морозе, нам готовиться совершенно не нужно. Наша жизнь сама нас к этому готовит. Поэтому тем, кому не хватает движения, кто сидит постоянно в офисе, сказать, на 5-й точке, приходите, пройдемся, прогуляемся вместе по парку. Это приятно. 27 марта стартует зимний чемпионат республики по трофи-рейду «Хар-Аян» Кубок Якутии. Впервые соревнования пройдут в Хангаласском районе в селе Немигунцы. «Хар-Аян» – это соревнования по экстремальным гонкам на автомашинах УАЗ. Сбор заявок на участие в чемпионате продлится до 20 марта. Уже заявки подали 11 районов республики и город Якутск. Также в ходе соревнований пройдет конкурс на лучшее оформление автомобиля по теме «Ленские столбы». В селе Олочо Мегиных Кангаласского района завершились соревнования по лыжным гонкам в рамках второго этапа Кубка Федерации лыжных гонок Республики. Чемпионат был приурочен памяти кандидата в мастера спорта по лыжным гонкам, мастера спорта России международного класса Николая Мачитова. Перейдем к погоде. Сегодня в Якутске минус 10, минус 12 градусов. Ветер северо-западный с порывами 9-14 метров в секунду. 16 марта небольшой снег, ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем минус 8, минус 10 градусов. На западе республики 18 марта синоптики прогнозируют снег, ветер умеренный. Температура воздуха ночью минус 19, минус 24 градуса.
днем -6, -11. На юге -1, -6 градусов. Самая низкая температура на сегодня зафиксирована в селе Соскылах Анабарского района. Там -30 градусов. Самая высокая же температура установилась аж в 2 районах – в Усть-Мае и поселке Витим Ленского района – -7 градусов. Это были самые холодные новости. У меня к этому часу все. Я с вами прощаюсь. До встречи.